Друзья, привет! С вами подкаст Министерства юстиции Кыргызской Республики. Лицензии для клиник, лекарства, санитарные нормы, цифровизация. Сегодня говорим о дебюрократизации в здравоохранении. Как меняются правила и почему это важно для нас всех. Наш гость Аяз Джаркымбаев, директор Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции. Аяз Долсбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравоохранение – это то, что определяет качество жизни каждого из нас, и именно в этой сфере сейчас происходят колоссальные обновления. Большинство реформ, которые сегодня меняют систему, были инициированы Минздравом, Минюстом и НИСИ. И почти все законопроекты разрабатывались при поддержке Института нормотворчества и верховенства права, который вы возглавляете. Поэтому вы знаете об этих изменениях, пожалуй, больше всех. Сегодня хочется поговорить не столько о медицине, сколько о правилах, которые определяют, как работает система. Начнем с общего. Объясните, пожалуйста, простыми словами, в чем суть дебюрократизации в здравоохранении? Это изменяется подход или система управления, или как? Здравствуйте еще раз. Дилдас, спасибо за то, что вообще пригласили на это интервью. Я понимаю, это очень важно распространять, да, информацию об этом, потому что многие не понимают, что это такое сложное слово, дебюрократизация. Да. Что это такое, да? И, соответственно, применительно к отдельным отраслям. Причем тут Минюст, да, вообще. Поэтому, пользуясь случаем, мы тоже часто выступаем и на прямых эфирах везде, объясняем, объясняем каждый результат, например, какой-то закон приняли, мы пытаемся донести до общества, что это дает. И касательно здравоохранения тоже очень много было вещей сделано в рамках дебюрократизации. Это не только смена подхода, это и также решение каких-то таких вроде бы небольших проблемных вопросов, но которые за собой влекут большие изменения. Да? То есть это и непосредственно управление в больницах, это непосредственно финансирование самого здравоохранения, да, изменение подходов. Это непосредственно и развитие медицинского страхования, да? Это и внедрение новой системы государственных гарантий в сфере здравоохранения, понимание, да, чтобы люди понимали, что такое здравоохранение, как государство, на какие услуги они имеют право, да, бесплатно, платно, что нужно, да, чтобы получить эти услуги. Потом, как больницам повысить качество не только оказанных медицинских услуг, но и качество управления, да, вообще в целом системой здравоохранения. То есть, это касается больше как это государственной системы. В сфере частного здравоохранения это уже внедрение новых каких-то видов деятельности, которые раньше были монополиями, да, государственными. То есть то, что мы открываем дорогу для инвестиций частных, иностранных инвестиций, чтобы здесь развивались, учитывая наши условия. Да. То есть это такой комплексный подход. Я думаю, в рамках дебюрократизации мы запустили такой, наверное, впервые, да, в истории, да, именно такой комплексный подход по реформированию самой системы здравоохранения. То есть и Минздрав сам тоже это признает, что впервые это идет такая реформа, которая охватывает сразу все аспекты здравоохранения, да, именно с точки зрения государственного управления. И вот если мы берем, например, с точки зрения там, частной медицины, да, то, например, демонополизация, да, аутсорсинг, частный сектор, например, онкология то же самое. Да. То есть вроде бы одна услуга, потому что там в рамках медицинской деятельности там порядка там, 50 или скольких там, до 100 видов деятельности, которые лицензируются. И это вроде бы только один вид деятельности, который мы даем на аутсорсинг, да, вроде так небольшая это как бы работа бы, вроде бы, да, но проблема стоит за ней большая. Да. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы все понимали, что за каждым принимаемым решением стоит определенная проблема, жизненная ситуация, да, которая касается всех. И чтобы все понимали, что любой принятый закон, любое принятое решение, оно должно иметь какой-то эффект на какую-то деятельность, оно должно повлиять на жизнь людей, на, как говорится, экономику и так далее. Вот в частности, онкология, да, вроде бы один небольшой аспект, который мы отдаем на аутсорсинг, но что за этим стоит? Ежегодно регистрируется почти 6 тысяч онкобольных. До этого, получается, онкология была
государственная монополия, частные клиники не могли заниматься лечением. Мгм. Они могли заниматься диагностикой, реабилитацией. Ну, даже не реабилитацией, а абилитацией. Да? Реабилитации тоже не было, как такой, как лицензирование этой деятельности. И, соответственно, Национальный центр онкологии, его пропускная мощность это всего лишь 500 койко-мест. Всего у нас зарегистрированных больных по республике порядка 25 или 30 тысяч. Причем каждый год еще рост онкологических заболеваний идет. Соответственно, существующий койко-фонд он не позволяет, как говорится, обеспечить помощью, доступной помощью всех больных. Поэтому и из-за этого очень много проблем на практике, да, у людей, да, то есть и с диагностикой, и с очередью на госпитализацию, и поэтому многие вынуждены тратить огромные средства на лечение в частных клиниках, которые не имеют права, да, там, заниматься деятельностью официально, да, там, или же... Такое практиковалось? Ну да, по сути это так и практиковалось, да, то есть по сути как бы вокруг этих было очень много больниц, они таким или иным образом, там, как диагностика, знаете, что-то еще, они каким-то образом в этом участвовали, то есть это было фактически неформально, да, и поэтому это была непрозрачная система. И многие... Коррупционные риски появлялись? Ну и коррупционные риски, и сама система предоставления услуг сама непрозрачная, да, непонятная, да, кто действительно оказывает услугу, да. И многие люди еще, проблема же была в чем, что уезжали за границу. То есть очень, это с одной стороны, это и большие расходы, социальная проблема, да, то есть это же тоже не все же имеют средства. То есть и в долги влазят, и недвижимость продают, чтобы отправить за границу. И поэтому введение лицензирования, то есть аутсорсинг именно онкологической деятельности, он позволит, мы считаем, позволит увеличить возможности государства, да, и частного сектора именно в охвате доступной медицинской онкологической помощи у всех больных. Да. Допустим, сейчас уже 2 лицензии выданы, да, двум клиникам, уже там 200 койко-мест. Уже за раз мы уже увеличили в 1,5 раза пропускную способность системы онкологической больницы. Да. А как вы думаете, наши врачи, наши клиники готовы лечить? Ну, качество имеется в виду. Как обеспечено будет качество лечения? Ну, это же вопрос лицензионного контроля же. При выдаче лицензии есть определенные требования, которым они должны соответствовать. То есть это и требования к помещениям, требования к оборудованию, требования к специалистам. То есть если они эти требования соответствуют, соответственно, они в принципе так и делают, они в принципе и лечат, они знают. У нас не надо недооценивать нашу медицину, да, наших врачей, да, там есть очень много системных проблем, да, очень много есть вопросов. Но по сути, наши врачи к нам тоже очень много приезжают из-за границы лечиться. То есть, учитывая не только дешевизну, но и сам опыт, да, потенциал наших врачей. Поэтому надо просто развивать эту систему, да. То есть, когда я могу открыто, легально лечить, допустим, да, эти вещи, то я беру лицензию, то я могу и привлекать средства на это. То есть, уже те же иностранные инвесторы, которые хотели зайти на рынок, да, но не могли, потому что не было регулирования, они сейчас легче будет заходить. То есть, почему нет? Это у нас условия природы, да, там, например, да, для реабилитации, для вот этих всех вещей, чтобы последующая реабилитация. Все позволяет. Да? Открыть нескольких таких многопрофильных, там, многофункциональных больниц. Да? У государства же денег на это нету. Ну, а с одной стороны денег нету, но с другой стороны поддерживать это тоже надо. Поэтому сейчас 2 больницы уже дали увеличение, прирост 50%, да, пропускной способности. А сейчас, если еще иностранные инвесторы зайдут с хорошими, как говорится, деньгами, с оборудованием, с технологиями и так далее, мы уже будем медицинским туризмом заниматься. То есть это еще и, мы считали, там сколько миллиардов сомов вывозится из Кыргызстана, то есть мы говорим, что они выезжают за пределы, там оставляют эти деньги. Это там миллиарды сомов, да, уходят в экономику других стран. То есть если мы здесь открываем эти вещи, да, возможности, то есть будем охватывать и своих больных, и еще останется и для иностранных, то есть вот эти все деньги будут оставаться здесь, в стране. Да, это большой социальный аспект. Вот, например, это вторая услуга, это реабилитация, которую мы ввели лицензирование, да, предложили тоже аутсорсить. Ее вообще не было, как лицензирование вида деятельности, да. И у нас, а для реабилитации у нас же идеальные условия же. И Иссык-Куль тот же самый, там можно просто в горах строить эти реабилитационные клиники, и все. А наши инвесторы приходят, говорят, ну, нет регулирования, как мы будем это делать?
как какой-то медицинский центр, который делает там какие-то инъекции, процедуры, медицинские услуги. Мы хотим нормально. То есть сейчас, я думаю, уже скоро пойдут и реабилитационные клиники, то есть такого серьезного уровня. Уже оттуда будут приезжать после операции пациенты, которые будут восстанавливаться. Хорошо, онкология хорошо, есть ли уже на будущее идеи или какие-то медицинские направления, которые тоже могут в таком же порядке лечить, может быть? Это сейчас мы дали ход, да, тем наболевшим, да, проблемам, потому что действительно наболевшие проблемы. А онкология, она действительно вызывает большой социальный, потому что там вовлекаются же не только сами онкобольные, но и их семьи. Это большой это мультипликативный эффект имеет, да, на всех. И в целом имеет и эффект в целом на экономику тоже, да. Это вымывание средств, это лишение там другие медицинские направления имеется в виду. Есть ли какие-то другие медицинские направления, кроме онкологии, которые тоже в будущем можно сейчас, будет... в принципе, других нет уже направлений, которые были монополизированы. Там, по-моему, еще осталось несколько видов, я уже не помню, сейчас можно посмотреть, какие сейчас еще до сих пор не подлежат оказанию частными, да? Ну, там, в принципе, надо посмотреть. По-моему, это уже чисто больше такой уже, где государственная функция нужна. Но вот эти вещи, они почему-то в свое время, они все время были в монополии государства. То есть, я и говорю, что если смотреть на дебюрократизацию здравоохранения, то есть вот это вот такие небольшие вроде бы вещи, да, но они влияют в целом на систему, они показывают всю систему в целом, да. Потом дебюрократизация, вот то, что я говорю, например, это уже то, что работает, да. То, что сейчас это идет в работе, то есть в процессе, это уже те шаги, которые направлены на масштабную реформу. Да? То есть сейчас еще вот я хочу сказать то, что уже принято, да, например, да, то есть если про масштабные реформы сейчас оно пока в процессе, как только президент подпишет указы, это все запустится. Мы ожидаем тоже, ждем, сейчас согласование идет, это по автономии больниц, да, это по финансированию здравоохранения, по программе госгарантий. Вот сейчас что уже принято, например, автоматическая регистрация лекарственных препаратов. Да, мы к этому не средств, а препаратов. Да. К этому еще перейдем. Мы говорим там о вот этих санпинах, да, о вакцинации. То есть это вот такие, как бы, как мы их называли, там, низковисящие плоды, которые можно сорвать, показать, их обработать и внедрить, чтобы показать на практике, что дебюрократизация это, в принципе, не только какие-то там большие глобальные изменения. Вот эти вещи, если мы их решаем быстро, четко, ясно, они людям понятны, чтобы люди понимали, для чего это делается. Кирпичик за кирпичиком. Да, то есть на том, что людям понятно. Потому что финансирование здравоохранения, например, не все могут понять, да? То есть как из чего оно состоит. Автономные клиники, больницы тоже не понятно. Да, вот видите, да. Но эти вещи, которые как раз таки и являются системными проблемами, которые влияют на все остальное. Но то, что понятно, мы захватываем, да, таскаем эти вещи. Да, хорошо. Еще одна нашумевшая инициатива. Но я хочу еще дополнить, что то есть это не просто, да, дебюрократизм мы взяли, захотели, что хотели, то сделали. Это то есть все то, что сидит в нормативном регулировании. То есть то, что можно поменять через законодательство. Потому что фактически нормативное регулирование, да, принятие нормативных правовых актов, это одна из, как говорится, один из инструментов государственной политики, да. То есть, потому что есть и другие же методы государственной политики. Это там можно и организационными вопросами решить, финансовыми вопросами решить, административными вопросами решить, да, в рамках своих полномочий что-то сделать. Но мы смотрим на те вещи, которые есть проблема, мы смотрим, что вызывает эту проблему. Если это сидит в нормативном регулировании, там, в законе, в подзаконном акте, то мы предлагаем эти вещи через изменение законодательства. Если это проблема так, низкопланового уровня, например, это обычная координация. Очень много проблем это в отсутствии обычной координации, взаимодействия нормального, да, это обратной связи между госорганами и так далее, в отсутствии там правильных рабочих процессов. Это уже на таком низовом уровне. Эти вещи очень быстро решаются, там, приказами там, и так далее, совместными. Они решаются, если их видно. Вот в том-то и дело, мы-то не просто так, вся проблема же в чем заключается, все говорят, законодательство не очень хорошее, да, оно не работает, то все. И вроде бы министр должен заниматься постоянно совершенством законодательства, но министр же не знает проблем на практике. И никто не занимается сбором проблем. Как мы можем влиять на что-то, если мы не знаем, да? Поэтому в рамках этой реформы мы выстраиваем механизм обратной связи. Ребята, где проблемы?
основные проблемы. Мгм. То есть мы собираем сбор проблем, мы идем в госорганы, мы работаем с клиентами госорганов, да, с потребителями их услуг. Мы диагностику проводим. Да? Каким образом? Вот это вот очень интересная деталь, Ну, потому своя что методология есть, то есть мы смотрим, чем они занимаются. То есть у меня очень простая. частные обращения обществ. У меня очень простая методология, да, вот, например, мы идем в министерство, я спрашиваю, что вы делаете? Это одна Да. точка. Зачем да? вы это делаете? Как вы это делаете? И какой результат вы выдаете? Все, 4 вопроса помогают понять, чем занимается госорган. А с их потребителями мы просто понимаем, какие у них потребители, мы на них выходим. Или же есть и индивидуальное обращение, да, через разные каналы приходят. Мы с ними встречаемся, пытаемся выслушать их проблему. Да. Зачастую проблема заключается в том, что не все могут сформулировать саму проблему. Все говорят, ой, все плохо, все плохо, все плохо. А что именно? Да, у меня все болит, да? Где не ткну, все болит, да? А у вас палец сломан, да, по сути. То есть то же самое, да? Надо четко идентифицировать проблему, поэтому мы с ними ведем, говорится, работу, проводим интервью, пытаемся понять, что именно является проблемой, что не является проблемой. Пытаемся чисто технически выйти на четкую проблему, которая сидит где-то. Потому что не все понимают 10 проблем. По частным школам тоже интересный кейс, потом расскажу, да, как мы выявили вот эту проблему. И, оказывается, проблемы не было, по сути. 2 года не было проблемы, а они просто сами на ровном месте из-за непонимания думали, что проблема есть. Хорошо. Можете еще рассказать вот о нашумевшей инициативе про фонду обязательного страхования здоровья? ФОМС. В чем она нашумела? Вы рассказывали за кадром, что там между собой у них какие-то проблемы. Ну, в целом, хотелось бы прослушать, что это за... Какая дебюрократизация проводится в этом плане? Какие процедуры удастся упростить? Почему именно ФОМС, да, именно? У нас, когда указ вышел, задача стояла провести управленческий аудит, да, они назвали так, да, мы так это назвали, во всех госорганах. То есть практически все госорганы прошли через это, но и ФОМС тоже. И по итогам просто ФОМСа было одно из решений, было, как говорится, вывода, что надо его ликвидировать, да, то есть толку нету от него, да. То есть как все плохо было раньше, так и сейчас, поэтому просто давайте сэкономим деньги на его содержание, да? Распределим между соцфондом, Минздравом, его функции и все, и деньги тоже. Но вопрос в другом, вопрос в том, вообще для чего фонд был предназначен. ФОМС, для чего, что он, основная задача, даже из названия видно, да, фонд обязательно медицинское страхование. То есть медицинское страхование надо развивать ему. А они занимаются только в основном финансированием. То есть деньги приходили раньше с бюджета, от нас, от работодателей, да, и это все они просто оплачивали государственным больницам, да. Это бюджет здравоохранения, государственной, да, системы здравоохранения. То есть они занимались чисто такой бухгалтерской функцией, да? И у них еще функция была контроль качества услуг. Но по сути это не контроль качества, это по сути просто сверка протоколов, да? То есть есть клинические протоколы, как надо проводить там прием пациентов, то есть все. Есть протоколы, которые заполняются на практике. Вот они приходят в больницу, берут там из 1000 протоколов 3%, смотрят, соответствуют их протокола клиническим протоколам. Если не соответствуют, то нормально. Если не соответствует, они говорят, у вас есть проблемы. Но от этого же качество услуг не повышается. Да. А от этого же больных меньше не становится. Вот я всегда, то есть основной вопрос, а каким образом вы повышаете качество? Он говорит, а мы не можем же повышать, мы можем только фиксировать, где правильно типа лечат по протоколам. Протокол, не соблюдается протокол, да. Я говорю, хорошо, ладно, вы выявили, что не соблюдается. Что делается дальше? Что вы делаете с ними? Мы ничего не можем с ними сделать. Там. Мы не можем им урезать финансирование, мы не можем там принять какие-то меры, мы не имеем влияния на больницу. Мы можем только вынести свое заключение, что там все плохо, там на дисциплинарной комиссии рассмотреть, то есть, и все. То есть фактически они никак и не влияют и на качество услуг. И что планируете изменить в рамках дебюрократизации теперь? В том-то и дело, что в рамках предыдущей, вот, года 2 назад реформы было, то есть раньше ФОМС, он аккумулировал все средства на финансирование здравоохранения, да. Но в 2024 году государственные, республиканские средства республиканского бюджета у них забрали, отдали Минздрав.
То есть ФОМС начал только заниматься финансированием больниц только за счет средств, которые поступали от работодателя, от нас. Да? Если соотношение брать от общего бюджета здравоохранения, это всего лишь 20%, где-то 20-30%. То есть у них был бюджет, там, допустим, там 49 миллиардов, сейчас у них стал бюджет 7 миллиардов. То есть, если я правильно понимаю, Минздрав распределяет собственные средства по больницам? Не собственные средства, это средства здравоохранения, системы здравоохранения. Система здравоохранения, да. да. То есть они были раньше 80% всех расходов больниц оплачивает бюджет. То есть мы это и говорим, ребята, ну это же неправильно же, то есть каждым годом, сколько туда не вкладывать, все равно бюджет будет нагрузка идти еще больше, да, и еще вы отдали туда, да. Минздрав тоже говорит, они думали, что с этих средств можно строить новые больницы, но эти все средства четко распределены по больницам. То есть там, как они не могут у них забрать средства, да, то есть типа по итогам контроля качества наказать их там, где средства не дать. Они не могут, потому что это без этого на пациентах уже. Это отразится на самой больнице, да, то не хватит там денег на зарплату, не хватит. То есть у них это как смета, да, сметное финансирование. А сейчас вот они разделили их, соответственно, у ФОМСа осталось всего лишь 20% денег, и они вот их продолжают дальше так же работать, как и раньше, да. То есть фактически говорят, тогда зачем, давайте эти деньги тогда отдадим кому-нибудь там, в соцфонду, да, или там, Минздраву полностью отдадим, они пускай занимаются, какая разница, так вот сейчас этим занимается. Но при этом же контроль качества же. То есть их основная задача – это качество медуслуг, это развитие самой системы страхования, да, чтобы деньги шли не от государства, большая часть, чтобы соотношение менялось в сторону увеличения финансирования здравоохранения за счет страхования. Страхование – это же как принцип страхования. То есть ты платишь заранее, не знаешь, что в больницу попадешь. Ты платишь за кого-то сейчас, это как пенсия, да? А у нас как? Получается, очень много еще не застрахованных. То есть я им тоже говорю, вопрос задаю. Вот у вас задача обеспечить медицинское страхование. Сколько сейчас граждан у нас охвачено медицинским страхованием? То есть за счет работодателей, да, или за счет каких-то там обязательных, за счет малоимущих? Здесь прям пугающая мысль пришла. То есть все идет к тому, что мы будем обязаны страховать здоровье? Так к этому идет? Нет, это обязательно медицинское страхование. То есть это за нас платят работодатели обязательно. Это как вот тарифы страховых взносов, да? Те люди, которые домохозяйки, дети. Если они хотят получить в больнице бесплатный пакет услуг, вот за детей, например, платит государство. За детей будет государство. Я же говорю, там очень такая там, классификация. Я вообще в целом просто говорю, чтобы вас не грузить деталями, что все, кто работают, обязаны страховать. Обязаны от них, работодатель обязан удержать определенный процент на систему страхования медицинского, то есть это система обязательного страхования. На данный момент охвачено именно экономически активное население где-то 75%, то есть 25% непонятно где. Соответственно, даже если 25% охватим, все равно соотношение, да, и все равно каждым годом будет требоваться все больше средств именно на бюджетные расходы, да. То есть поэтому мы говорим, нужно ФОМСу деньги отдать. То есть еще это приводит к тому, что когда получается и ФОМС, и Минздрав дает деньги больнице, больницы, бухгалтера сидят, отдают отчеты и туда, и сюда те же самые отчеты, и в Минфин дают, то есть у них там уже практически пошел саботаж. Уже бухгалтера больниц говорят, мы уже устали, мы работаем, там 15-17 тысяч получаем, с утра до вечера по 100 отчетов сдаем в разные направления. Там 40 или 60 отчетов, сдавать начали. Раньше там намного меньше было. То есть это тоже как дебюрократизация, да? Поэтому мы говорим, давайте обратно вернем деньги. Эксперимент не удался. Как раньше ФОМС этим занимается. Тот же самый Минздрав замучился. Их бухгалтерия. Это же тоже средства через них. Они проверяют все эти отчеты, собирают отчеты, потом все это компилируют, отдают Минфин. То есть с точки зрения дебюрократизации вот эти вещи мы снимаем, да? Когда ФОМС мы сейчас говорим, обратно возвращаем деньги. Но при этом мы ФОМС наделяем новыми задачами, чтобы они занялись именно развитием страхования, развитием системы контроля, реальной системы контроля качества услуг. То есть и обеспечили полноценный охват. То есть они должны меры предлагать, как нам стимулировать это медицинское страхование. Вот, например, те, кто не застрахован, да, не подлежит обязательно страхованию, там, например, да, они могут купить страховой полис. Да.
добровольный полис называется, да, он стоит 1800 сомов. И они могут на основании этого полиса получать эти услуги в рамках госгарантии, да, то есть, например, там, прием врача в поликлинике бесплатно, там, какие-то 15 анализов бесплатно. Не, ну, на те же права, на которые имеем и мы, которые мы платим со своих же зарплат, они покупают полис. Но при этом мы платим, вот, например, я со своей небольшой зарплатой плачу в месяц по 1000 сомов. У меня забирает государство на вот это страхование. То есть я в год плачу 12 тысяч. А другой, кто не платит, за кого не платит, да, он сам там работает, там самозанятый, да, может там он бизнесмен, но платит 1800 сомов и имеет те же услуги, да, то есть как методология расчета, почему? Или, например, иностранцы, патент полис для иностранцев почти 12 тысяч сомов, то есть иностранцы платят за вот эти базовые услуги столько же, сколько и с меня сдирают в течение года, да, то есть и здесь это надо понять, что это страховой принцип, то, что я говорю, что мы как бы платим, не находясь в больнице же. То есть мы финансируем систему. Получается, стоимость полисов тоже будет пересмотрена и будет пересмотрена... Мы говорим, что надо как в бизнесе, да, менять подходы. То есть надо реально рассчитывать услуги, сколько они стоят, да. Надо, исходя из этого, делать пакеты услуг, например, да. Надо развивать разные виды услуг, да. То есть разные виды там полисов, да, чтобы стимулировать, да. Потому что сейчас как ты идешь в больницу, если ты не застрахован, тебе говорят, так, ты по полной стоимости платишь за оплату. Если ты застрахован, платишь там половину, да. Вот когда при госпитализации, видишь, там, если у тебя есть статус застрахован, ты платишь там 3000 сомов, да. Там, если нету, то ты платишь там 12 тысяч сомов, да. Они говорят, вот возьми полис и будешь платить 3000. Вот он пришел в больницу, то есть, и он берет полис, ждет там 5 дней, и все, имеет право на это. Но это все равно, что нарушается принцип страхования. Это все равно, что ты машину стукнул, побежал, купил полис, и тебе его возместили. Ты же не знаешь, что стукнешь. Ты же не знаешь, что вот страховой случай возникнет. Ты на всякий случай страхуешься, понимаешь? То есть страхование работает немножко по-другому, не как все, то есть мы финансируем пока существующую систему, и если мы попадем в нее, то нам будет какая-то часть оказана бесплатно. Поэтому перед ФОМСом ставится задача именно развивать эту систему, чтобы понять, как стимулировать, как увеличивать, как сокращать именно бюджетную часть, как вводить новые механизмы стимулирования там, деятельности больниц, чтобы они качество повышали, какие критерии вводить, какие системы новые автоматизированные внедрять, чтобы они все это могли без вот этих бумажных отчетов, без ничего, чтобы могли наблюдать, делать и основываясь на объективных показателях уже определять, как говорится, какие-то стимулирующие дополнительные вещи. Да? И контроль качества, получается. Контроль качества, то есть основные задачи у фонда, это что это? Контроль качества, медстрахование. То есть я вижу эти все, в основном, две главные задачи. Третья – это финансирование здравоохранения. Поэтому вот сейчас вот этот указ, он нацелен на то, чтобы вернуть средства обратно и задачи новые поставить уже перед ФОМСом. В ваших тезисах я прочитала переход к системе единого плательщика. Вот и есть единый плательщик. Это есть, да? То есть, по сути, сложно понять, это единый либо один человек плательщик платит за семью или... Единый плательщик – это ФОМС. Все, поняла. ФОМС, то есть он аккумулирует все средства на страхование, то есть из республиканского бюджета, из застрахованных средств, там, еще из других источников. Он все это, как единый плательщик, платит больницам за их услуги, за пролеченные случаи, за количество осмотренных пациентов и так далее. Он единый плательщик. То есть больница не должна бегать, там, Минфин, там, туда-сюда. Вот, ФОМС есть, как бы мешок денежный. Они говорят, вот мы оказали столько-то услуг, заплатите нам деньги. Это единый плательщик. В прошлом году, в 2024 году, эту систему раздробили. То есть два плательщика стало. Минздрав и ФОМС. Да, то есть в рамках эксперимента, но чуть не получилось, мы говорим, обратно давайте. И не будем нарушать закон о едином плательщике. Это все вернем. То есть как и будет, единый плательщик. К нему единые требования. Все понимают, что с одного источника деньги берут, в один источник сдают отчеты. Да? И он задает параметры, да? Он задает требования. И там должна быть четкая политика оценки деятельности самих больниц, чтобы понимать, да? Потому что многие моменты непонятны, да? Как они что делают. Сейчас вот мы обратно восстанавливаем систему единого плательщика, когда ФОМС, все деньги на здравоохранение обратно собираются в ФОМСе. ФОМС становится единым плательщиком. Это сокращает, получается,
время, в смысле сокращает количество отчетов, которые сдают государственные больницы, да, и там всех уровней с первого по третичный, и сокращает объем работы для бухгалтерии, для Министерства здравоохранения по обработке этих, и для Министерства финансов. То есть мы упрощаем, дебюрократизируем этот процесс. И, соответственно, мы ставим новую задачу перед ФОМСом, это стимулирование медицинского страхования, это уже внедрение новых подходов в контроле качества услуг, чтобы действительно контроль качества услуг был результативный, чтобы по итогам контроля качества качество услуг повышалось. То есть это не просто там соответствует, не соответствует, а реальное качество. Реальное качество. То есть это новые задачи, которые мы хотим, ну, не то, что новые задачи, они и были, мы хотим их как бы еще раз им оптимизировать, модернизировать, им бы как бы поставить, усилить. Да. Ну, оптимизировать, там цифровизация, тогда это в принципе уже текущий контроль качества, он уже не нужен, да, когда если, например, есть электронное, как говорится, дело пациента, да, или как там дело, или как называется, электронная карта пациента, да, и там уже система сама оценит, правильно, неправильно. Односторонне, а если смотреть с точки зрения пациента, контроль качества — это все-таки получатель, вот бенефициар, это в том-то и дело, пациент. Я и говорю, что контроль качества должен быть ориентирован на потребителя, то есть какие услуги они получают, они что делают это. То есть они должны менять подходы, они должны внедрять новые там системы оценки их деятельности, да? Это все предусмотрено в это все предусмотрено в инициативе, в проекте указа, но это, конечно, дается не так подробно. Это дается такими, как говорится, ключевыми вещами, да, там, четкими направлениями. Которые требуют уже работы от самого ФОМСа. Да, они потом требуют детализации, принятия, разработки, принятия соответствующих изменений законодательства, изменения подходов, и потом уже по итогам этого апробационного периода будет проводиться оценка, насколько все это сработало. Да? Да, спасибо за такой подробный рассказ, это было очень познавательно. Никто тебе так не расскажет. Нет, никто не расскажет. Перейдем к еще одной инициативе — санитарные нормы, которые были переданы Минздраву. Не переданы Минздраву. Здесь немножко надо уточнить. Санитарные нормы и правила — это тоже один из видов нормативных документов, не нормативных правовых актов, нормативных документов, которые содержат обязательные требования, санитарно-гигиенические требования. То есть что, например, здесь высота потолков должна быть там столько-то метров, да, столько-то там света должно быть и так далее, и так далее. То есть это касается больниц, детсадов, это школ, всех касается, всех процессов, все, что есть. Это и это и бизнеса, и торговли, там, и производства, и детсадов, и школ. То, что мы передали Санпин, это вот видите, опять немножко неправильно говорится. Минздраву передано полномочия принимать их самостоятельно. Сейчас это было, что Кабинет министров принимает Санпины своим постановлением. Мы просто, как говорится, передали, как мы называем этот принцип дебюрократизации, трансфер ответственности регулятору. Да? То есть он сам уже еще, если простыми словами, трансфер ответственности. Передача ответственности самому госоргану. То есть он должен сам, это его сфера ответственности, он должен сам принимать там какие-то акты, которые он сам и вырабатывает. Поэтому мы говорим, давайте, проблема в этих санпинах в том, что их много, да, они еще старые, не пересмотренные, да, и чтобы их пересматривать и актуализировать, требуется большое время, если они принимаются правительством. Это весь процесс согласования. А один санпин, это вот такой том, например, да, там 100 страниц, и там чисто технические там, эти требования, да, там, и смысл его там пропускать через всю систему, да. Минздрав, если понимает в этом больше, пускай он берет на себя ответственность за эти требования. Что получит гражданин от этого изменения? Вот санитарные нормы перешли Минздраву. Грубо быстрее будет приниматься изменения. Вот, например, вот смотрите, санитарные нормы и правила в оптово-розничной торговле, да? То, что мы поменяли. Когда еще они принимались постановления правительства. Сейчас еще пока закон не подписан президентом о передаче этих полномочий. В ближайшее время, я надеюсь, будет подписан, вступит в силу. Но на данный момент сейчас пока санитарные нормы правила
они утверждены Кабмином, да. И вот нам, чтобы поменять вот эти нормы в сфере оптово-розничной торговли, да, потребовалось очень много усилий сделать. То есть этот запрос со стороны бизнеса шел несколько, я не знаю, десятилетиями шел. Да. Постоянно они поднимали вопрос. Уберите вот эти требования, что склад должен быть такой, склад должен быть вот такой, что у нас там должна быть вот такая вентиляция, что это зачем, говорят, в новых условиях, сейчас с учетом технологий это все проще. То есть они сказали, вот эти нормы уже устарели, не актуальны. Всё равно Уберите это их. звучит немного тревожно, потому что при этом, получается, и контроль ослабляется. Почему? Какой контроль? Упрощение. Смысл контролировать то, что уже не нужно. Либо надо избавиться от ненужных старых вещей, которые действительно портят. Процесс уже идет, получается, мы уже избавляемся от ненужных Конечно, санпинов. не санпинов, а требований в санпинах. Требований санпинов, Да, хорошо. потому что мы же бизнес, он каждый день с этим сталкивается. Вот приходит к нему санитарный инспектор, вот, например, в школах, да, в частных, говорит, у тебя должно быть 3 мойки. В одной ты должен замачивать, в другой ты должен мыть, в третьей ты должен сушить. Он говорит, у меня посудомоечная машина, она все делает сразу. Нет, по санпину ты должен 3 мойки поставить. Были настолько детализированы. Нет, сейчас вот эти вещи, это уже второй этап изменения санпинов. Но я вам говорю, показываю на примере, как с чем они сталкиваются. Приходит, говорит, у вас, например, мы вам не даем разрешения на это заключение, потому что у вас дневной свет должен быть по левую сторону везде. Да. Сейчас, извините меня, вот вы сейчас свет поставили же. Дневной свет сейчас можно же поставить? Везде же можно дневной свет поставить, хоть где. Не обязательно, чтобы солнце туда било. А тем более сейчас вот понастроили небоскребов, там солнца нету нигде. А это требование до сих пор сидит. Они приходят, говорят, дневного света нету, все, нельзя. И таких требований очень много, с которыми сталкивается бизнес. И они, соответственно, из-за этого приходится им обходить другими путями. В этом и вопрос. Где-то договариваются, где-то, как говорится, нарушают, где-то не могут запуститься. И вот эти очень много проблем, да, в этой части. Минздрав теперь сам может принимать санпины, то есть это помогает ему быстрее их менять. То есть если есть какие-то требования, которые уже не актуальны, устарели, не соответствуют действительности, то есть он может быстрее их исправлять сам. То есть это, как говорится, уже повышается оперативность. То есть и дебюрократизация в чем? Что сокращается количество циклов, да, принятия решения. То есть уже верхний уровень отпадает. И Минздрав может это уже быстрее делать. И быстрее реагировать на вызовы. Это как и бизнеса, так и граждан, например, и так далее, так далее, так далее. А на какой стадии работа? Чего? По санпинам, на какой стадии сейчас? Уже по процессу? По вопросу передачи полномочий по принятию санпина, это закон. Это проект закона, закон, который принят Жоркинешем. Когда он принят был? В сентябре, да? В сентябре он был принят. И, соответственно, сейчас он на подписанию президента. Как он подпишется, после официального публикования он вступит в силу, и Минздрав уже должен будет начать работу по принятию этих санпинов на своем уровне. То есть сейчас постановление правительства принято, надо будет уже это постановление на утрату давать, принимать санпины уже своим. И в рамках этого процесса уже надо посмотреть соответствие санпинов уже текущей ситуации. Да? И после этого подают работу. Но это, видите, это там прям такого эффекта, да, вот я же говорю, есть низковисящие плоды, да, которые можно сразу запустить, показать, оно сразу эффект даст. Тут, как та же онкология, например, сразу 50% фонд койко-мест увеличился, да, сразу. Или, например, те же справки, да, оцифровали справки, да, сказали, все, не запрашивайте справки в бумажном формате. Все сразу почувствовали, не надо ходить. Да? Да. А вот эти вещи системные, их тяжело понять, не все понимают, но они работают на формирование уже основ. Да? Хорошо. Недавно Жоркинеш поддержал инициативу об упрощенной регистрации лекарственных средств. Мне кажется, вот многие слышали об этом, но мало кто понимает, о чем это, что это значит. Можете рассказать об этом? Посмотрите мое интервью на Латобльной, могу ссылки скинуть. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
Что такое это автоматическая регистрация? То есть закон принят тоже, так же, как и по Санпинам, он сейчас на подписи президента. Сейчас, получается, есть два вида регистрации лекарственных средств. Даже не лекарственных средств, а лекарственных препаратов, потому что, по сути, лекарственное средство это что? Это основное активное вещество. Да? Аспирин, он есть аспирин, да? Ацетилсалициловая кислота. Да, там. Но есть разные виды аспирина. Да? И, соответственно, по сути, регистрация, процесс регистрации это процесс допуска на рынок поставщика своей продукции, да, например, аспирин там для детей, аспирин там с добавлением чего-то там, может быть, миллион разновидностей аспирина, да, которые каждый как продукт продает, да. У тебя поставщик придумал новый, тот же аспирин, просто его в новой упаковке сделал. Шипучку сделали. Шипучка, или просто форму поменял упаковки, да, там не картонная, например, а там не прямоугольная, а квадратная, и что-то еще, что-то я изменил, да. Я уже продукт поменял, я должен его зарегистрировать, чтобы продавать, иметь право продавать. Ну, зачастую, конечно, меняется состав, да? Ну и, соответственно, упаковка тоже, там, описание тоже. И вот, чтобы я мог продавать свой лекарственный препарат, я должен пройти через все виды испытаний, клинические и так далее. Туда. И потом начать регистрацию препарата уже в соответствующем государственном органе. Они называются регуляторы, да, в сфере там, лекарств. У нас это департамент лекарственных обеспечений, да, в Америке это FDA, да, Federal Drug Agency, там, в Европе еще там и так далее, так далее. Везде, короче, есть свои такого рода государственные организации, да, которые говорят, что да, мы даем доступ, регистрируем этот препарат и разрешаем продавать его у нас на рынке. Он соответствует всем нашим требованиям. То есть в рамках этой регистрации они смотрят, изучают и документы, они изучают производственные площадки, да, где производится этот препарат, они смотрят состав, клинические испытания проводят, лабораторные испытания проводят и так далее, так далее, так далее. То есть большая работа проводится, чтобы вообще разрешить этому препарату появиться на рынке. И это и называется, то есть регистрацией лекарственных средств у нас называют, по сути это регистрация лекарственного препарата, да, то есть что средство оно одно, да, само активное вещество, да, по сути. И я это называю как допуск, market authorization, да, допуск поставщика со своей продукцией на рынок. Соответственно, есть у нас сейчас, вот пока еще закон не принят, есть два вида регистрации. Это, то есть, обычная регистрация, когда препарат проходит весь цикл всех испытаний, всех обследований, экспертиз и так далее. То есть там и документы изучаются, и производственные площадки смотрятся, и лабораторные испытания проводятся, насколько препарат соответствует. И, соответственно, он длится от 6 месяцев до 2 лет. Какой-то препарат приходит, вроде всем нужный, да, его мы не можем продавать или там не можем купить, потому что пока ему еще не разрешено у нас продаваться. Есть упрощенная регистрация, когда занимает до 30 дней, ну, может и продлеваться. Да? То есть это когда нет лабораторного испытания, а есть только экспертиза регистрационного досье. Да? То есть я не знаю, что там экспертизу проводят, но то есть какая-то есть, да, экспертиза, то есть, может быть, на соответствие там, требованиям ВОЗ и так далее, так далее, так далее, проводится экспертиза. А мы предложили, что то есть, чтобы те препараты, которые уже, например, в Америке, там, в Великобритании, там, да, в Южной Корее, или в Японии, или там, в ЕС уже были зарегистрированы, да, что мы их просто автоматом признавали. То есть, это логично. Автоматическое признание сертификата, да, например. Если в России сертификат выдали, мы здесь признаем, да, зачем нам еще раз сертифицировать продукцию. Да? Вот в этом и заключается. То есть сейчас тогда, если я хочу завести препарат, который я уже зарегистрировал в Америке, то есть FDA у меня есть сертификат FDA, я сюда приезжаю, говорю, вот мое регистрационное досье на этот препарат полное, которое я зарегистрировал уже FDA, вот он сертификат, можете проверить. Можете созвониться там или каким образом. Ну, это сейчас уже механизм будет выстраиваться. Они должны просто проверить, действительно ли это досье было зарегистрировано, действительно ли соответствует тому досье, которое там, действительно ли это этот человек, и все. И автоматом вносит в реестр. И, соответственно, процесс может занимать там, от 5 до 10 дней. То есть
В этом случае уже меньше возможностей для, например, затягивания процесса, потому что они экспертизу не проводят. То, что экспертиза же, мы же понимаем же, сколько экспертов, становится доступнее. да, Да. сколько экспертов, столько мнений может быть. Да? Можно до чего угодно же, да? Да. Говорится, а здесь они, если все это уже там зарегистрировано, подтверждается, что там зарегистрировано, мы просто автоматом вносим, да? Если там какие-то там золгенсма, да, это лекарства, да, мы не можем, мы же должны его тоже зарегистрировать, допустим, да? А если он там зарегистрирован, мы его раз просто автоматом признаем, да? Вы можете его здесь продавать, допустим, я говорю, да? Это касается и БАДов тоже? Лекарственных препаратов. Только лекарственных препаратов. Да. Хорошо. Давайте еще один вопрос такой, ну, чуть не по теме, да? Вы сами верите, что бюрократию можно вылечить окончательно? Либо это какое-то хроническое заболевание, но контролируемое заболевание? Что значит вылечить? Ну, вылечить, это же не болезнь. устранить в контексте сегодняшней темы, как бы. Нет, дебюрократизация – это когда слишком все забюрократизировано. Бюрократия – это, в принципе, полезная вещь. По сути, все понимают, бюрократия – это просто слово само не очень хорошее, да? Звучит бюрократия. Ассоциация, да. Бюрократия – это, по сути, формализация всех процессов, да? Но бывает так, что ее настолько усложняют. И бюрократия – это же тоже система, да? Взаимоотношений, да? Там система процессов и так далее. Ее настолько усложняет, что, то есть это по сути описание процесса, да? Оно должно быть четким, понятным, ясным, что на входе, что на выходе, да? И как это внутри все это работает, да? Кто работает, на основании чего работает. Это и есть, по сути, это бюрократия, когда ты описываешь, что ты делаешь конкретно. Например, рецепт на плов, да? Четко, конкретно. Нужно вот столько-то на вход ингредиентов, на выходе мы получаем вот такое, на столько-то человек, а посередине, то есть в процессе мы делаем вот это, да? И вот это надо описать, потому что если не описать, то да, непонятно будет, да, кому что как. Каждый будет по традиции делать, да? Да, мы как-то вот так, да, сейчас кидает то, сейчас кидает, а других надо учить только через личный опыт, да? А когда ты это описал, это уже как бы тоже, можно сказать, как бы бюрократия, формализация процесса, да? А некоторые начинают добавлять новые процедуры. Для того, чтобы вот эти ингредиенты были, должны быть такие требования. Для того, чтобы купить эти ингредиенты, должны быть процедура закупок, которая еще вот такая усложненная. И потом вот этот путь от начала до конца, до результата иногда настолько сложный за счет вот этих вещей, которые люди придумывают, бюрократы придумывают, чтобы где-то, чтобы не проявлять инициативу, где-то, чтобы затянуть процесс, где-то, чтобы создать какие-то моменты для себя, где-то, чтобы не потерять работу, потому что если, например, сейчас цифровизация полная вступит в силу, очень многие могут и потерять работу, если они не строятся в систему, если не начнут работать с этой системой правильно, да? Поэтому это тоже элемент сохранения системы, выживаемости системы, да? Поэтому начинается куча вот этих моментов, да, бюрократизация. А мы смотрим, да, надо описывать процессы, надо формализовать процессы, надо их четко, жестко заформализовать, но чтобы они были оптимальными, чтобы путь от проблемы до решения был минимальный, да? Значит, и гибкими. Максимально меняться согласно эффективным, времени. да. Чтобы межведомственные, потому что есть рабочие процессы, которые затрагивают несколько ведомств, межведомственные процессы, они были четко согласованы, чтобы не было зависимости, например, от воли там, одного из участников процесса, да? Потому что страдают люди. Мы вот на местный уровень тоже выезжали, Аким говорит, слушайте, говорит, задача дебюрократизации на местном уровне, это чтобы все вопросы решались в селе. Сейчас как, говорит, сейчас вопрос возникает, он не решает в селе. Идет в Айлюк-Мыту не решается, идет в Акимят не решается, идет, опять, да, в Акимят не решается, идет, говорит, в этот, как его, полномочный представитель, там не решается, уже идет туда, в министерство, там не, и вот так вот у нас не решаются вопросы на месте, потому что четких механизмов нету, очень много везде, вот, например, на уровне одной Айлюк-Мыту, а Айлюк-Мыту один, да, вокруг него там 40-50, говорит, территориальных, структурных, подведомственных подразделений, которые зачастую между собой не согласованы. Это и районные, это и областные, и так далее. Даже почта, говорит, то она там тоже тушники устраивает. Да? То есть вот этот вопрос, как сделать так, чтобы все это там решалось на месте, не выходя никуда.
Это и есть задача настолько упростить все процедуры, да, чтобы они при этом не теряли, как говорится, безопасности, да, не проигрывали там, вопросам безопасности, наоборот, чтобы они были понятными, прозрачными для всех. Потому что вы приходите, например, вам говорят, вот в законе написано, а как дальше, где написано? Никто же не знает же. Никому не интересно, что в законе написано. Каждому интересно, как это получить. А чтобы это узнать, ты должен пойти к тому, к третьему, десятому, в конце концов, ты ничего не получаешь, да, иногда? То есть ты запутываешься в этих схемах. А когда у тебя четко алгоритм есть, если так, чтобы получить вот это, я должен пойти сюда, на входе дать вот эти вещи, потом это автоматом внутри она все решает, все, я там не задействован. Вот, например, сейчас вот по здравоохранению, да, вот такой хороший пример, это программа госгарантий, да. Все, никто же не понимает, что это такое. Нет. Это вообще лес дремучий. Программа госгарантий, это по сути это гарантированная государственная медицинская помощь, да, то есть на что мы имеем право, да, бесплатно. Или там... Семейная медицина. Не только. Нет, там просто виды услуг, да. Вот, например, я заболел гриппом, да, иду в поликлинику. На что я имею право бесплатно, а на что я должен платить, а где я полностью должен платить. Да? Например, прием врача бесплатно, назначение бесплатно, да, там, 15 видов анализа бесплатно, флюорография 50%, там, например, дополнительные виды исследований уже за свои деньги, лекарства какие-то бесплатно, а остальные за свои деньги. И в конце концов ты платишь, и ты не понимаешь, где бесплатно. Где, ты все равно везде платишь. Я не знала, что у нас есть бесплатные лекарства. Есть, дают, там есть в программе госгарантии, что там, если ты застрахован, то ты за вот это платишь половину, а если не застрахован, платишь полную стоимость, да? А вот эти вещи полностью всем бесплатные, да, на первичном уровне. То есть опять такая каша, да, ты не поймешь. А эти же услуги, да, этот же прием, он может быть как бесплатным, так и платным, так и базовым, так и сооплатным, и так далее, так далее. Короче, кошмар, да? Сейчас они новый подход делают, то есть они дают пакеты услуг базовых, которые бесплатны для всех при первичном обращении. Еще пакет услуг, которые для застрахованных лиц, частично бесплатные, да, и все остальное платно для всех. Это что значит? Пакет услуг, грипп, все бесплатно внутри. Понимаешь? Ты приходишь к врачу, и до конца, до получения выздоровления, все бесплатно внутри. Для всех. И так далее, и тому подобное. Да? Когда вот так вот говорится, тогда понятно. Я заболел гриппом, я, значит, бесплатно все получаю. Я заболел этим, бесплатно все получаю. Например, стентирование, да? Стентирование. Дорого же, да? Они говорят, это тоже будет бесплатно, как услуга, как пакет услуг. Но почему мы это делаем бесплатно? Потому что оно, вложенные доллары экономит $17. Почему? Потому что ставим стенд, мы экономим на лекарства, которые мы им даем, мы экономим на будущей операции, которая будет, инфаркт будет, инсульт будет, так без или стентирования, да? И так далее, и последующая реабилитация, и так далее. Очень много расходов возникнет потом. Зачем? Давайте сейчас стенд поставим. И человеку хорошо. В рамках бесплатно, зато мы не будем тратить на него государственные деньги при последующем лечении. То есть задача здравоохранения сместить акцент на профилактику в рамках имеющихся средств. Да? И поэтому, в общем, вкупе, когда мы говорим, надо понимать, да, что за каждой идеей, за каждой этим стоят реальные вещи. Да? Мы помогаем их оформить правильно, да? Помогаем выстроить системные подходы, да? Чтобы процесс, вот эта бюрократия, да, чтобы она работала правильно, чтобы не было там всяких там завихрений, не было всяких дублирующих вещей, да? Не было навязанных вещей, не было пересекающихся, противоречащих вещей. Чтобы был четко понятный, как говорится, алгоритм для всего. Это был подкаст Министерства юстиции. С вами были Аяз Доозбекович Жаркымбаев и я, Чилдыз Чороева. Смотрите наши подкасты на наших страницах Минджаст.kg.
you